Сегодня в Кыргызстане отмечается День гражданской авиации. В честь праздника в Бишкеке был открыт бюст заслуженному пилоту СССР Ишимбаю Абдраимову. В честь летчика также назван музей Кыргызского авиационного колледжа. Международный аэропорт Манас приурочил к профильному празднику проведения спартакиады, участие в которой приняли сами работники аэропорта. Отмечу, в данный момент, согласно данным Агентства гражданской авиации, на балансе у Кыргызстана находится 30 самолетов, только 10 из которых технически пригодны к полетам. О проблемах современной гражданской авиации наш корреспондент Эркингюль Төлөнкызы поговорила с главой Департамента по гражданской авиации Кыргызстана Эрмеком Умуралиевым. Уже вот более 10 лет, как Кыргызстан находится в черном списке, да? И по данным Еврокомиссии, это происходит из-за того, что наши пилоты не соблюдают безопасность во время полета. То есть, скажите, вот что предпринято было за это время? Прежде всего хочу сказать, да, проблема черного списка ЕС, она существует, но она не так страшен черт, как его малюют, я хочу сказать. И, скажем, и хочу прежде всего отметить, что авиационная отрасль, она очень специфична, и чтобы понять, в чем проблемы, вот тех, нельзя руководствоваться теми поверхностными знаниями. Здесь дело не в пилотах. Я прежде всего хочу сказать, что одно из международных требований ИКАО – это наличие адекватных трудовых и финансовых ресурсов для обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности. И когда мы говорим об адекватных трудовых ресурсах, мы говорим о необходимости повышения квалификации наших специалистов. Это не только пилоты, это инженера, это инспектора, то есть это все, кто вовлечен в процесс. Если взять просто обыденно, мы переживаем переходный период. Мы от советского типа техники, от туполевых, от яков, сейчас перешли на западные типы техники. Наши граждане сейчас летают на Боингах, на аэробусах. И чтобы переобучиться, здесь должен переобучиться не только пилот, здесь переобучиться все. Это и инженер, и инспектор, и бортпроводник. Поэтому это очень такой... Прежде хочу сказать, что это вообще сама авиация очень финансоемкая отрасль, и, соответственно, вот это ограничение, скажем, финансовых ресурсов немножко сдерживает, но мы при этом прилагаем все усилия, и вот я сказал, что мы уже разработали дорожную карту по выходу из черного списка ЕС. Мы приступаем к ее реализации. Эта дорожная карта сейчас вот прошла процедуру согласования на предмет соответствия международным стандартам таким основным ключевым международным игрокам, как ИКАО, значит, ИАЗа и ИАТА. Вот, мы с ними, с кем двухлетнюю, с кем трехлетнюю программу сотрудничества мы сейчас уже наметили, мы документы подписываем и приступаем к реализации. Я просто хотел бы всех заверить, что мы, как агентство гражданской авиации, прилагаем все максимальные усилия для реализации этой дорожной карты и для мобилизации всех ресурсов, но все должны понять, что не все зависит только от агентства гражданской авиации, много есть объективные и субъективные факторы. И я думаю, что мобилизация ресурсов, у нас есть понимание со стороны Джогорку Кенеша, у нас есть понимание со стороны правительства. Я думаю, если мы вот это понимание воплотим в реальное содействие вот, в плане обеспечения адекватных трудовых и финансовых ресурсов, я думаю, мы реализуем те намеченные задачи. Второй вопрос. Ранее в интервью вы говорили, что идет острая нехватка специалистов. Скажите, что известно, что на сегодняшний день? Смотрите, острая нехватка специалистов. Вот, пример, то, что необходимо специалисты, именно работающие, имеющие допуск на Боинги, на аэробусы. Это вот основная проблема, потому что обучение элементарно, скажем, пилота, скажем, который летал на Туполеве, скажем, переобучиться на Боинг или аэробус, в среднем стоит 50-60 тысяч долларов. Это только один пилот, понимаете? Вот где у нас проблема, но тем не менее все наши граждане, авиаторы, они прилагают усилия. У нас есть сейчас пилоты, имеющие допуски на Боинги и на аэробусы. Другой вопрос, что вообще в мире не хватает
скажем, та же Россия, те же зарубежные страны испытывают потребность в пилотах, имеющих допуск на эти типы самолетов, из-за вот этой проблемы дороговизны. Так что не только мы сталкиваемся с этой проблемой. Можно